Поговорим о жизни в спортивном ритме. Как и в спорте, у нас будет регламент. Сначала мы представим наших гостей и сами узнаем о них побольше. А затем вы сможете задать свои вопросы гостям. В конце у нас останется полчаса на автограф-сессию. Кто-то уже даже успел купить автограф-карты и, может быть, взял с собой блокнотики, да, для этого как раз-таки. У вас будет время пофотографироваться и взять автографы у наших спортсменов любимых. Я вижу вас тут не меньше, чем на трибунах лыжных стадионов. Поприветствую вас и вы поприветствуете наших гостей. Итак, встречайте Станислав Валентинович Волженцев, мастер спорта международного класса, сейчас также тренер сборной Республики Коми, вице-чемпион мира в скиатлоне, многократный чемпион России и выступал в команде, кстати, с Сергеем Устюговым, который тоже сегодня наш гость. Наиболее успешен Станислав в гонках классическим стилем. Родился в городе Орск Оренбургской области и года в 3 переехал в Ухту вместе с родителями. И именно там начал заниматься спортом. Личный тренер Владимир Стрепнев. Сергей Александрович Устюгов. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам в эстафете 22 года. Это Олимпиада в Пекине. Двукратный чемпион мира в скиатлоне и в командном спринте, победитель, рекордсмен многодневной гонки Тур де Ски 17-16-17 год, лыжный сезон, трехкратный чемпион мира среди молодежи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Сергей Александрович – заслуженный мастер спорта России. Лыжник-универсал, успешно выступает и в гонках спринтерских, и в дистанционных. Сильная его сторона – коньковый ход. Сергей родился в поселке Междуреченском Ханты-Мансийского автономного округа. И лыжами интересовался с раннего детства, но не только ими, а спортом, такими видами, как бокс и даже биатлон. Лыжные гонки с 9 лет в поселковой школе, детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва. Первый тренер Иван Брагин. Сейчас после Маркуса Кремера, после Егора Сорина, Иван Брагин вновь, как я понимаю, ваш личный тренер. Подготовка у меня ведет также Маркус Крамер, пишет мне планы, и я на самоподготовке осуществляю эти планы здесь. В Коми я уже месяц, ты в Кайме, да, на стадионе. 12 числа переезжаю в Малиновку для участия в альтернативном чемпионате России. Всю подготовку я прошел к этим стартам здесь. Немного истории. В Кубке мира Сергей дебютировал в 2011 году и сразу попал в десятку лучших на этапе Кубка мира в эстафете. В 2016 занял 3-е место по итогам многодневки Тур де Ски. Как я уже говорила, на этапе Кубка мира выиграл масс-старт на 15 километров в свободном стиле. Занял 2-е место в зачете на гонке многодневки Тур Канады. В 2017 году выиграл Тур де Ски, несмотря на морально тяжелый сезон. Вы помните, тогда большинство наших сильнейших спортсменов отстранили от соревнований, обвинив в употреблении допинга в Сочи, задним числом, так сказать. Да? После поколения легкого югорянина Сергей нам показал, что дальше, на самом деле, может быть еще круче, потому что ни травмы, ни последствия ковида и даже отсутствие вас на Олимпийских играх и завершение МОК, вот это объективное невезение, не удержало от того, чтобы тренеры рискнули поставить Сергея на 4-й этап эстафеты на Пекинской Олимпиаде. И вроде по спортивному все так неоднозначно, но люди же рады в любом случае. И вы справились задачу не только удержать, но и увеличить этот разрыв лидера. Так что я считаю, есть какая-то высшая справедливость в этой олимпийской медали. Сам факт – первый за 42 года победы в олимпийской эстафете по лыжным гонкам. Сейчас все тоже неплохо. Из последних успехов победа в спринте на 3-м этапе Кубка мира в городе Чусовом, Пермский край.
А еще из успеха вы видите Кира и Миша, двое замечательных, очаровательных детей. Это то, что мы знаем из открытых источников о вас. Может быть, что-то нужно будет поправить, это вы тоже можете сделать. А нам так хочется узнать больше о вас, наших кумирах. Это я говорю как спортсмен-любитель, лыжник. И поэтому, уважаемые гости, поправьте, если неточности были какие-то, и позвольте нам сегодня задать вопросы, которые нас волнуют. Первый вопрос Станиславу Валентиновичу. Лыжники Коми часто вырастают в спортивных династиях, а у вас совсем не так. Как вообще получилось, что вы стали лыжником? Всем добрый вечер. Я думаю, что это вообще в целом моя судьба, лыжный спорт. И так как мои родители переехали в Ухту, и мне было 3 года, и, в общем, лыжная база находилась в 2 минутах ходьбы от моего дома, и внутреннее желание вот именно просто заниматься лыжами. Безусловно, конечно, моя мама занималась, но это был такой любительский уровень, и да, там, наоборот, ее желание было меня подальше от лыж подвинуть, и там, чтобы я занимался бальными танцами. Вот. И успел я и плаванием позаниматься, и борьбой. Но бальные танцы это было последнее, где я был до лыж. И мне повезло, что мой брат заболел. Мама немного отвлеклась, и я благополучно перешел в лыжную секцию. И моя большая удача, что я сразу попал к своему личному тренеру, с которым остаюсь до сегодняшнего дня. То есть вот, если вкратце. Так здорово, мама отвлеклась, а сын поехал впрямую к олимпийским медалям. Ну, я думаю, что мама понимала, хоть и это был ее любительский уровень, она понимала, что это за деятельность, что она, ну, хотя бы в общих чертах. Более чем уверен, что она до конца не понимала, насколько это тяжелый труд и чем он чреват вообще в целом. Да, я почему-то уверена, что мама как раз-таки хотела удержать от трудностей, но теперь более чем довольна. Ну что, Сергей Александрович, вам вопрос. Как спортсмена мы вас знаем как целеустремленного, упертого борца, яростного, я бы даже сказала в некоторых моментах. А какой вы в семье? Большую часть жизни, да, я нахожусь на сборах. Будучи еще молодым, я попал в команду со Стасом, учился у него классическому ходу. Это, наверное, сезон 14-15, когда мы начинали работать вместе. Он научил, можно сказать, меня ходить классикой, потому что все тренировки я смотрел как шоу. И большую часть времени спортивной карьеры, да, мы провели со Стасом в одной команде. Как спортсмен, я не знаю, вы же все смотрите это с телевизоров, да, как себя ведут, как общаются. И у меня такое же раньше было представление, сидя ребенком перед телевизором, смотрел, как ведут себя наши спортсмены, и думал себе, вот это вот звезды, вот это такое там поведение. Когда ты попадаешь в команду, когда ты начинаешь общаться с ребятами, ты понимаешь, что все простые, все обычные. Просто ты в 2011 году занял 4-е место в классической гонке. Эти гонки я сидел, смотрел по телевизору и все думал, как они там все ведут. В жизни лучше вам спросить у моей жены, да, как вообще, какой в жизни. А в спорте я говорю, большую часть времени я провожу время на тренировках в лесу. Мы сегодня утром сбегали 30 километров классикой. Я пришел буквально, покушал, часик поспал, и вот мы сидим здесь и рассказываем. Я так понимаю, это просто стандартная тренировочка до обеда, да? 30 километров пробежать. Нет, Стас сегодня заставил поработать меня. Мне было очень тяжело. И он пожалел меня в каких-то моментах, он мог убежать от меня, но не стал этого делать. Я думаю, жена вас как нельзя лучше понимает, потому что Елена сама спортсменка, и, насколько я понимаю, действующая, она также входит в сборную России. И кому, как не ей, легче всего понять, что творится в душе спортсмена. Как важно побывать с детьми, да, вот это ценное время. Ну, у всех все по-разному. На
самом деле. Наверное, она больше соскучилась по тусовкам, да, по каким-то, что съездить, потусоваться в плане увидеться с лыжниками, посмотреть какие-то соревнования, просто выехать, потому что ты же, когда дети появляются, ты в основном находишься с ними и большую часть времени гуляешь в ней. Совершенно верно, потому что Миша еще совсем маленький. Миша Да, еще ну вот они приезжали в Сыктывкар, были здесь, и я вам скажу, что с ними тренироваться это очень тяжело, находясь рядом. В любой работе каждый должен быть сосредоточен максимально. И для наших спортсменов лыжи это все-таки работа. Да? Могу добавить, как Добавить. отец, как тоже отец двоих детей. Как раз когда мы с Сергеем вместе тренировались, 3 года, можно так сказать, 14-17 год. И у Сергея еще не было детей на тот момент. И я, получается, приезжая домой, у меня был план точно такой же, как и на сборе, тоже каждый день по 2 тренировки. И я хотел еще при этом уделить время семье. Я попробовал это сделать, между тренировками домой приезжать, а не оставаться на стадионе. Ну, в общем, я себя довел до перетренированности и приезжал на сбор, и я просил меня, дайте мне 3 дня паузы, чтобы я отдохнул. Ну, то есть, это на самом деле очень сложно совмещать. И вот если был вопрос про Лену, да, то есть женщины, жены точнее, это наши такие боевые подруги, которые нам позволяют наши мужские хотелки удовлетворять. Здорово, что это именно так. Сергей, вы как-то упоминали в интервью, что цели на этот лыжный сезон — медаль чемпионата России. Мы видим, есть уже движение к этому, а вообще в международный старт вы не верите уже, да? Да, если честно, я даже не задумывался, я не прохожу на международный старт по результатам этого сезона, и в ту сторону я не смотрю. Я себя весь подготовительный период после Олимпийских игр мотивировал тем, что мне надо пару медалей чемпионата России, и поэтому я тренировался, двигался, да, и сейчас уже финиш подготовки, можно сказать, осталось 2 месяца до чемпионата России. Были моменты, когда, находясь здесь, в Сыктывкаре, первую неделю особенно было тяжело, когда закончились соревнования, Кубок России, тут ведомственные соревнования. Было первую неделю очень тяжело, я приходил с тренировки, ты полностью выжатый как лимон, и я думаю, у меня дома семья, я тут такой сижу, готовлюсь, зачем это вообще, ради чего, и я понимал, что надо готовиться и тренироваться, потому что планку я себе поставил, пару медалей чемпионата России, надо к ним двигаться и идти. А как получится? Если получится, я буду очень рад. Если не получится, то, наверное, сильно не расстроюсь. Понятно, Станислав, какие у вас цели на сезон? Ну, это было бы здорово, конечно. Я не могу в этом году полноценно выступать, травмировался. И мои цели на сезон — в марте съездить на сессию, удачно ее сдать, вроде с первой сессией справиться. Так как бы мои такие цели, задачи. В общем, так как уже как профессиональный спортсмен отхожу от большого спорта, и уже в большей степени переключаюсь на работу тренера, поэтому больше уже уклон в эту сторону идет. Да, подготовить крутую команду. Я тут в последнее время наблюдаю, сколько наших лыжников на самом деле достаточно высоко поднимаются в рейтинге, и они такие молодцы. И действительно круто, когда тренер может видеть в каждом вот этот потенциал и ставить на нужные дистанции, на нужные позиции. Вовремя дать отдых или наоборот немножко подтянуть, да? Пендель волшебный, так сказать. Отдых вообще это лучшее, что может быть для спортсмена, на самом деле. Восстановить силы, совершенно точно. Но вообще говорят, на лыжах мало только бежать, нужно еще и в процессе думать. Можно узнать, о чем думаете вы? Ну, наверное, чем старше ты становишься, ты уже, наверное, все-таки думаешь о чем-то серьезном, да, о тактической какой-то линии. Раньше ты вообще бежишь, песни поешь. Какая прилипнет, и все ее напеваешь. Вот. Так и вид можно сохранить, да? Ну, как-то да, себя подбадриваешь. Вот. Да, разные мысли бывают абсолютно, то есть от позитива до такого негатива. Допустим, если мы вспомнили про
Сергея выступление отличное, я считаю, очень крутое было выступление в Канаде. Я там также находился, но я был после гриппа. Это было самое ужасное мое место вообще в карьере, потому что я себя отвратительным образом чувствовал. Мне даже спринт было 3 минуты, очень тяжело было бежать. Я бежал, только добежать, Стас. Ты бежишь, ты можешь, вот о чем ты думаешь. И упасть, как шведы. Ну, как угодно, то есть, да. И, соответственно, а это еще тур, это 8 гонок за 10 дней, это перелеты, переезды, горы, это вообще какое-то было сумасшествие. Вот. Когда, конечно, ты в хорошей форме, когда ты можешь конкурировать, и тогда ты по ходу гонки уже строишь какой-то план, ты анализируешь поведение своих соперников, ты смотришь, как у них работают лыжи, ты где-то проверяешь их по ходу дистанции. То есть мысли, они все сфокусированы на этом. Ты про тренировки расскажи, о чем ты думаешь на тренировках, на гонках-то ты? На тренировках это, по сути дела, проекция. Ну, в моем личном видении, так скажем, в моей голове. Это проекция той же гонки. То есть я это как бы так воспринимал. То есть я все равно ты делаешь, там, неважно, беговую работу или на роллерах, там, прыжковую работу. То есть ты вот это моделируешь, так скажем. Это вот участок такой-то, я буду проходить вот таким-то образом, здесь я буду ускоряться, здесь наоборот меньше, медленнее там буду задавать. Как мне выйти вообще, так скажем, по итогу, сохранив какие-то силы, и при этом еще и убежать от кого-то, например. Вот. То есть на самом деле, ну, не бегают, наверное, то время, когда по безголовому бегать, это уже прошло. И это очень заметно, ну, по крайней мере, и в легкой атлетике даже это видно очень, потому что видно, что люди бегут и думают. И также из интервью это тоже очень заметно, что люди приходят с четкой целью, с четкой задачей. Кто-то смеется, кто-то грузится, кто-то как-то по-своему это переживает. Так что по-разному. Мне интересно, что Сергей скажет, потому что Да, мне тоже очень любопытно. Серега особенный человек в этом плане. Посидел, Стаса послушал и такой думал, ну, мне, наверное, повезло, что я попал молодым в ту команду, да, где Стас бегал и думал, где как пройти, потому что в те годы, когда я попал, я смотрел на пятки, лишь бы не отстали от них. Хорошо, что у меня были такие мысли. А сейчас уже с протяжением столько времени, да, ну, наверное, когда мы уже разошлись по командам, по разным, у меня были разные мысли, но в последнее время я пришел к тому, что вот у меня стоит тренировка 2,5 часа, да, я там тренируюсь максимум 5 часов в день, это как бы максимум. И мне жалко то время, что я вот вышел на тренировку, и я трачу там свои 2,5 часа просто идти на лыжах, ни о чем не думать, как технически себя улучшить, как тактически себя улучшить, но голова не всегда соображает хорошо, когда ты под загрузкой физической. И бывает, что ты думаешь, чем ты будешь заниматься после спорта, и время у тебя чтобы пролетало намного быстрее. Ну, добавлю, и ни о чем думать, это тоже надо. То есть, это, не люблю это слово, конечно, надо, но это важно. Чисто белый снег в голове? Да, то есть, на какое-то время? Ну, даже бывают такие тренировки, они у нас были, и когда выходишь, там, час-полтора, лайт-версия такая, и можно там болтать, отвлекаться. Разгружаться однозначно нужно, то есть, если только вот постоянно. Я думаю, что есть такие ребята-спортсмены, которые вот прям постоянно, они каждую тренировку, ну, я, наверное, не обладал таким ресурсом, и, соответственно, нужно было вот давать разрядку. Тут, наверное, сложно. Еще можно я скажу, я вот на тренировках заметил, идем с кем-нибудь, ну, мы же в лесу большую часть времени тренируемся, я говорю, посмотрите, какой лес, там, сосны, да, где-то кирпичи стоят, где-то березы. Почему тут у вас мало сосен, да? Недавно с тобой шли, ну, с кем там из ребят шли на тренировке, я говорю, а почему лес такой? Они говорят, не знаю, я по сторонам не смотрю, идем там быстрее. Я говорю, ну как? Ну, он же так красив. Ну да, как бы красиво. Ну я вот обращаю внимание, какие деревья, вообще как растет. Мне интересно, не знаю. Тогда вы точно сможете ответить на такой вопрос, какая самая любимая тренировочная база?
если я месяц в Сыктывкаре, наверное, это здесь. Спасибо за комплимент, я поддержу. Для вас, как для спортсменов, что сложнее, масс-старт или раздельный старт гонки? С каким началом? Для меня тяжелее разделка. За масс-старт можно хоть сзади посидеть, за спиной. Станислав? Раньше мое было это разделка. Как-то со временем больше стало мне масс-старт нравиться. Но это вообще разные, да, действительно, дисциплины. И тут действительно есть люди, которые по психотипу они подходят, им такое. Ребята некоторые спрашивают, как вообще разделку бегать? Ты не можешь объяснить. Потому что это что-то вот какое-то внутреннее такое видение, ощущение, как ты должен бежать там этот участок, тот участок. Целая история из психологии, да, как ту гонку бежать, как эту гонку бежать, как правильно силы распределить. А еще подумать, как остальные 100 спортсменов бегут, и как они-то решили силы распределить, чтобы они где-нибудь на повороте так, в личном индивидуальной гонке, конечно, это не так интересно. Вот в масс-старте это чем он интересен? Тем, что если хорошо у тебя все сложилось, у тебя работают лыжи, там, ты сам хорошо себя чувствуешь. Ну, по-хорошему, можно поиздеваться над спортсменами, над своими соперниками, да, подиктовать какие-то условия. Я просто вот помню, мы в 2014 году бежали с Сергеем чемпионат России в Тюмени, и у нас как-то это удачно сложилось, что мы этим занимались. Правда, на финише что-то не сдалось у Сергея. Я смог убежать, выиграть. Вот. Но факт то, что ты вот в масс-старте это можешь делать, это наглядно, ты что-то пробуешь, тестируешь, проверяешь, кто на что готов. На индивидуальной гонке такого нет. Там ты борешься сам с собой, да, исключительно. Ну, тебе кричат там минус 5, там условно, пусть угол, да. И ты думаешь, так, где Серега там может там сбавить, да, а он не сбавит, он сейчас добавит, и ты начинаешь внутренне взять. А когда в масс-старте, ты действительно, как Сергей говорит, там за спиной сидишь. И если какая-то спина начинает уезжать, ты просто дергаешься за ней и держишься. Тоже интересно. Что лучше всего мотивирует вас вот в процессе гонки от зрителей? То есть что зрителям надо делать или кричать, чтобы вас это вдохновило? Хотя бы просто присутствие на стадионе уже будет. Да нет, конечно, когда подгоняют. В год пандемии, после коронавируса, когда я приехал на чемпионат мира в Эберсдорф, я полсезона, получается, не бегал, отбирался, добрался, приезжал сначала на областные соревнования, там на Уральский федеральный округ, под Екатеринбургом где-то бегали. Там были болельщики, зрители, не так много, но они были, когда я приехал в Киево-Чепецк на этап по России, мне нужно было его полностью выиграть, чтобы поехать на Кубок мира, я добрался там уже в дальнейшем на чемпионат мира. В Киево-Чепецке было много народу, приходили с кастрюлями, стояли прямо. Ну, это было просто супер, там тяжелейшая трасса, я считаю, в России, потому что там есть такие подъемы очень сильные. И когда приехал на этап Кубка мира, народу нету никого, болельщиков нет, год пандемии, и все, кто тебя подгоняет, это тренеры, персонал, какие-то там спортсмены, которые не бегут, не задействованы в гонке. И так как-то это все было скучно и уныло, и неинтересно. И когда мы приехали уже на тот же чемпионат мира, там на трибунах размещали картонные фигуры зрителей. Я думаю, кто следит за лыжными гонками, помнит. Вот это да. Да, и было прямо вообще так неинтересно, ты себя не особо можешь замотивировать, потому что, как говорит у нас Вероника Степанова, да, что все равно спортсмены это те же артисты, которые вдохновляются присутствием болельщиков, людей, кто смотрит, болеет, переживает. Так что спасибо, что смотрите лыжные гонки. А лучше...
лучше ходите и гуляйте почаще. У вас сколько времени я здесь нахожусь, все время, раза два в неделю точно на Динамо заезжаю, столько людей, я, наверное, вот где я тренировался в России, столько людей, гуляющих на лыжах с семьями, не видел никогда. Давайте будем не только почаще приезжать на Динамо, но и на стадион Сметаниной, на птицефабрике, это так близко к городу, и туда ходят автобусы, чтобы поддержать наших спортсменов именно на трассе. Это, действительно другие совершенно ощущения, это я вам точно говорю. Сидеть перед экраном телевизора и стоять там на трибуне, а может быть даже на трассе, на мосту, это просто не сравнить. Вот чемпионат России последний в СТК, я считаю, очень атмосферно провели. То есть было очень большое количество зрителей, и уже даже гонка заканчивалась. Даже закончилась она часа два еще, и зрители не уходили. Там бывают острые моменты. Совершенно. Там действительно есть ведущие, есть люди, которые ведут программу, и это не только там гонка, и все есть чем себя развлечь. Да, кстати, замечательный были ведущие на на этапе чемпионата России здесь. Действительно было совсем не скучно. И там, кстати, просто атмосфера такая, что можно прекрасно провести время даже с детьми. Кстати, о детях. Детей планируется отдавать большой спорт? Да, нет, почему? Не планирую, но хотел бы. По той причине, то, что, насколько мой опыт, не буду говорить, что профессиональный взгляд, все это, я еще не оброс этим как тренер. Я вижу, что есть задатки. Вот. То есть быстро схватывают, именно чисто даже по двигательным каким-то навыкам. А так, конечно, что захотят. В принципе, хоть я и пошутил там на мамы, да, но там такого прям жестко ты будешь заниматься бальными танцами в моей жизни не было. Поэтому, если я ушел в лыжный спорт, то мне уже ничего не сказали. И я четко понимал, где я, что я. И я получаю до сих пор удовольствие от этого спорта и от этого всего процесса. У меня не было никогда проблемы, ё-моё, эти долбаные лыжи, как это все надоело, я хочу задать. Нет, такого не было. То есть я сам хотел, поэтому также и мы в своей семье проповедуем такую же политику и в адрес своих детей. Здорово. Сергей Александрович? Стас, у него не было таких мыслей, как мне это все надоело, хватит уже. У меня очень часто были такие мысли, даже в детском возрасте. Я скажу честно, я отличник, да, в школе был, много тренировался. У меня два старших брата, и были такие случаи, что я, приходя домой после школы, садился делать уроки, мне говорят: так, ты там пропылесосишь, там полы подметешь, посуду помоешь, либо на тренировку пойдешь. Я хватал вещи и бежал на тренировку. Вот, в принципе, так я и ходил на тренировки, потом из тех ребят, с кем я ходил, я, так скажем, был в отстающих, они уже начали попадать в окружные команды, ездить на более крупные турниры, а я ездил со спортшколы до сих пор. В итоге так, тихим сапом дошел до окружной команды по лыжникам, по биатлонистам я проходил там 5-й запасной, по лыжникам я проходил 2-м, 3-м, а далее мне к лыжникам. Начал ездить по сборам, так как я был из маленького поселка и характер у меня совсем не плюшевые мышки, да, там, то были небольшие проблемы. Надо было писать преобъяснительный. Это я все к чему? Тот путь, который я прошел, да, и как он меня вообще, как человека настроил, да, как правильно сказать, как воспитал меня спорт. Я, конечно, бы хотел, чтобы та закалка спортом была и у моих детей, потому что я смотрю, что характер-то там точно папин и мамин, а смесь-то гремучая, и я понимаю, что энергии много и надо отдавать спорт, но не знаю, насколько мне это удастся и какое желание будет у моих детей. Напоминаю нашим зрителям, что гости
множество раз поднимались на пьедесталы почета в разных городах и странах мира. Не сосчитать, сколько раз это было. Есть ли какой-то секрет чемпионства? Как вы стали такими? И как стать чемпионом? Как становятся такими? Серега, ну как отвечать? Но я вот уже по чуть-чуть, так как работаю тренером, я замечаю тот факт, что действительно у тех ребят, девочек, которые регулярно выигрывают какие-то старты соревнования, у них действительно другой подход именно на уровне мышления. И вот мы ходили по фонду, говорили про книги об успешном успехе, да, даже почитать. И у нас как раз девочка тоже занималась, она это читала, и потом меня спросил, говорит, ну что там? Ну, она говорит, вот этот там так делает, этот так делает. Это опять что-то такое вот внутри какое-то составляющая, базовая. Я считаю, как вот каждый спортсмен, у него есть какая-то, как у автомобиля, базовая комплектация. Да, и вот он один успешнее может быть просто по той причине, что она у него побогаче, эта комплектация. А все остальное ты вот докручиваешь эту комплектацию какими-то навыками, способностями. Вот. И это уже внутренняя работа самого человека, да? Просто многие там ребята, которые там чемпионы, перечемпионы, они не думают о каких-то таких проблемах, тонкостях, нюансах, о которых думают ребята послабее. То есть и я не стал там как Сергей, но я бегал на этом уровне, я понимаю, какой ход мысли, о чем ты там думаешь, какие тебе там сами вопросы себе какие-то задаешь. И ребята, когда мне подходят, кто послабее, что надо сделать, там я вот делаю там столько километров, потом вот так вот прыгаю, там еще что-то, я понимаю, что я вообще про это не думаю. И вот тут, как вот ответить на ваш вопрос, в чем секрет? Никакого секрета здесь нет. Для каждого свой получается. Каждый спортсмен ищет свой путь, вот этот, да, имея базовую комплектацию, тюнингует себя уже самостоятельно. И насколько сможет он дорасти, да, зависит, в принципе, только от него. Ну так и есть, вот Серега смеется. Вот у Сереги побогаче базовая комплектация, чем у меня. И мы сколько раз проходили тестирование, когда тренировались вместе в Оберхофе, там тест такой на трекбане, такая дорожка, в общем, на роллерах, все полностью, она специфичная, такая под наш вид спорта. И тест делали на максимальное потребление кислорода, в общем, он максимальный тест в отказ, грубо говоря. То есть ты его бежишь, пока ты не сдохнешь, вот так можно сказать. Вот. И тренировки есть подобные такие, по там 30 через 30. Ну я вот выигрываю, да, и вот там, а на соревнованиях по-другому как-то работает. И вроде бы казалось, ну, прямая связь. Вроде одно и то же, да? Да, почему я здесь могу много, там, допустим, выиграть, а что-то на самом деле зимой приехали, что-то он раз он мне и выиграл обратно столько же, как и не понимаешь. Просто вот подход и мышление, и оно как-то вот само по себе говорит. Но это можно прокачать в любом случае. Может быть, есть какая-то воля случая, а вот как уже этот случай ты используешь, как ты себе повернешь его в конкретной ситуации? Много пытали, сейчас, Серега, подожди. Как мысль потерял. Воля случая, не воля случая. Ладно, вспомню. Погнали дальше тогда. Вообще удивительно, как вы столько всего успеваете делать. И семья, и работа, да, вот эта тренерская работа, может быть, какие-то там работы с психологом и так далее. А что читаете на досуге? Наш такой чисто профессиональный интерес. Серега, твой конек. В последнее время, ну как в последнее время, года 3 на 4 я вообще книжки не покупаю. Кто-то подарит какую-то книжку, ну с ним общаемся, там свои мысли выражаешь. Последнюю книжку, которая сейчас вот аж лежит у меня на тумбочке, да, и раза два открывал за этот месяц, так и не смог ее прочитать. «Хочу, могу, надо», как так она называется. Кто написал, не скажу. Что-то из области популярной психологии, видимо. Да, читал книги без жалости к себе, там, ну, типа вот как мотивационный, да, сегодня я сходил, спрашивал. Ну,
такие всякие, как бы, чтобы мотивацию как-то поддержать, посмотреть, чем народ себя мотивирует, как он себя заводит. Потому что последние годы, да, после Олимпиады в Пхенчхане, как бы, было тяжело на них собираться, было тяжело понимать осознанность, для чего я это делаю, куда я двигаюсь, и может есть там такая жизнь, почему я остался здесь. И, короче, начали дарить мне всякие книжки, я начал так потихоньку почитывать. До этого я читал там, ну, я не так много читаю, но бывало. Фантастика. Мы даже со Стасом как-то спорили. Я прочитал книжку «Марсианин», да, или как «Марсианин», и он говорит, в фильме по-любому был по-другому. Мы поспорили, я говорю, я так себе в голове все нарисовал, это был просто самый крутой фильм. В итоге посмотрел, и Стас проспорил. Что-то и меня вы заинтересовали. Я не любитель фантастики, но, пожалуй, полистать стоит. Вы, слышала, читаете профессиональную литературу по авиации? Ну, я бы не сказал, что это прям так вот. Это был какой-то период, когда мне было интересно. Мы с женой иногда домой идем, меня что-то так нахлынет. Я говорю, мне так нравится авиация, мне нравится летать. Вот, почему я не пошел на летчика учиться, там, пошел на бурение, почему-то, не знаю вообще. Теперь летаете по трассе. Ну, как бы летаешь на самолет, то есть частично вроде как бы моя мечта сбылась. Ну, не за штурвалом самолета, да, но как-то так. Бывают периоды, просто когда тебе какая-то заинтересует тема, ты начинаешь ее читать. Мы приехали, когда мы первый год тренировались, Сергей, вместе мы приехали на сбор в Давос. Такого количества, извиняюсь, евреев я в жизни не видел. И мне стало очень интересно вообще что-то про евреев. И у них, почему мне стало интересно, вспомнил, у них были такие шапки интересные, такие какие-то меховые, она как с полями такая шапка. И вот у кого-то красивее, у кого-то так не очень красивее. Ну и что, я полсбора про евреев читал. То есть вот как бы узнавал, я понял, что это сионизм там и такие разные всякие темы. Потом вот раз нахлынет про авиацию. Сейчас чисто по жизненному интересу, да, вот что-то привлекло и стало интересно покопаться в этом вопросе. Ну, да, потому что мы как-то, у меня Женя, жена моя, она очень много читает, и как-то я на нее смотрю, ну, я же вообще не читаю. Потом она говорит, да ты читаешь, только немного не по-другому. Мне действительно художественная литература не очень нравится. И из всего то, что вот я читал, там Маринину там, пытался, Акунина там пытался, вот, жена там с ума сходит от Акунина, да. Мне зашел только Пикуль. Вот, и Пикуля я прочитал там 3-4 книги. Вот у меня лежит сейчас поэзия, я его второй год уже читаю. Вот. Ну, сейчас приходится читать, не приходится, я читаю именно литературу, связанную по учебе. Летом вот прочитал книгу. А вот последнюю хорошую книгу я прочитал Оруэлла 1984. Мне замечательно. Поклонник классики. Да это мне тоже на день рождения подарили, как Серега говорит. Хороший подарок. Просто мне я более такой тревожный, по типу, по психологии, так сказать. Тут можно поспорить, а сбудется, не сбудется, а оно не оно вообще. Да нет, на самом деле. Ну даже вот, вообще, и очень мне нравится, вот я так понял, как бы с историей вообще связано, вот, что-то прикладное. Начал читать, почему японцы претендуют на наши Курилы. Дочитался до того, что в Китае опиумные войны, думаю, короче, что тут вообще. Ну, по крайней мере, это все взаимосвязано на самом деле, и это очень интересно. И ты понимаешь, что действительно по каким-то законам, процессы, которые происходят в нашей жизни, вообще в мире, они есть, и они работают. Очень интересно, я считаю, увлекательно у нас получилась с вами беседа. Я передаю эстафету вопросов вам, дорогие наши участники, гости этой встречи. Внимание, на кону приз от Республиканского лыжного стадиона имени Сметаниной за лучший, самый интересный вопрос. Я предложила бы представителю стадиона. Ага, ну вот представитель стадиона предпочитает, что выбрали вы лучший вопрос. На самом деле у нас один главный приз и несколько еще небольших призов. Так что, думаю, лучших вопросов будет несколько, хороших, интересных.
Все, что вас интересует о спорте и не только. У нас есть помощники в зале с микрофоном. Я здесь, микрофон у меня, и я задаю вопрос номер 1. Воспользуюсь своим служебным положением. Я хочу сказать, что мы очень приветствуем ваш подход, да, какая-то тема интересная, вы берете в руку книгу на эту тему. Здорово, прям бальзам на наши души. А вопрос у меня, немножко хочу вернуться к тому, что вот как ты думаешь, о чем ты думаешь, когда бежишь. Я чайник совершенный, сама училась кататься на лыжах, но очень люблю это дело, мы почти каждый день бегаем вечером. Вот я сначала пыталась думать, что вот у меня там пульс, вот у меня там здесь надо ускориться, здесь надо в горочку поработать, потом можно отдохнуть, а потом как-то расслабилась, и теперь я слушаю книги. Кстати, мы даем бесплатный пароль от Литрес, минутка рекламы. Но говорят, что надо слушать музыку в наушниках, да, чтобы держать ритм. Как вы к этому относитесь? Не пробовали никогда там под музыку бежать, под книги? Там насчет бесплатного пароля в Литрес. Я вообще слушаю подкасты, я часто катаюсь в наушниках, когда у меня более длинные тренировки, когда нету каких-то технических. Слушаю такой подкаст, тоже такая реклама, да, может прозвучить. Подкаст с Андреем Дмитриевым «Чил». Спокойным языком рассказывает, всякие истории, песенки передаются. Тут недавно тоже вышел под какую-то аудиокнигу. И ты погружаешься настолько, особенно если ты еще в лесу по темноте один идешь, и там происходит что-нибудь такое в книге, то фантазия начинает играть совершенно по-другому. Так что... Спасибо за ваш ответ. Мы теперь будем знать, что аудиокниги и лыжи – две вещи совместные. Следующий вопрос. Сергей Александрович, добрый день или вечер, да? Пожалуйста, расскажите о вашем самом ярком моменте в спортивной карьере. То есть, что вам больше всего запомнилось за эти годы? Наверное, самый старт, чемпионат мира в Эстонии в 2011 году, когда удалось завоевать золотую медаль у Глеба Ретивы, который все время меня до этого выиграл. Спасибо за ответ. Будут ли еще вопросы у зала? Пожалуйста, наши гости ждут. Вам. Здравствуйте. У меня есть два вопроса. Первый из них заключается в том, когда вы бежите международные старты, для вас это больше индивидуальное соревнование, или вы знаете, что бежите за страну и ее представляете, и это для вас главное? А еще вопрос, вот, вспоминая вашу стычку, Сергей, с Клэбо, такой вопрос, а как вообще у вас происходят отношения с другими спортсменами из Норвегии, Швеции? Бывают ли какие-то стычки, драки? Это Со всеми деремся постоянно. Но больше воюете или дружите между друг другом? Воюем. Да нет, в этом все. В конце сезона организовывается, когда Кубок мира заканчивается, такой совместный. Организовывался. Уже. Ну, по крайней мере, раньше это было вообще на самом деле классно. Все собирались и отдыхали вместе, и там не было, благодаря хорошим напиткам русским, никакого языкового барьера, мы все дружили, и всем было весело. Как-то так. Спасибо, мы тоже за дружбу. Следующий вопрос. Здравствуйте, ребята. Я являюсь членом лыжного клуба «Авеню». Я сегодня ночную гонку следила полностью. Я вот посмотрела, вы сегодня вообще всем ребятам нашего клуба дали такой стимул, такой азарт, что это, знаете, как все ребята говорят, как вы, конечно, раньше уехали, все ребята потом признались, говорят, супер гонка была с вашим участием сегодня. Так что Сергею я очень благодарна, что сегодняшней гонке впервые вы участвовали в нашем клубе совместно. У вас сильнейшая, эта гонка была как тренировочный процесс, я так поняла, да? Вы не в конкуренции сегодня участвовали, или как? Вот, скажите. Я сегодня пыхтел, если что. Была официальная тренировка или что было? Это, как было официально, в плане стояло у меня 30 километров, классика сегодня. Этот план написал мне Маркус специально. Сначала он стояла в субботу, потом Алексей Вячеславович сказал, что ее перенесли на воскресенье, план мне подкорректировал. Вот. И как бы я думал, что
гонка пройдет немного легче, но Стас сегодня задавал темп, и я думал, что я отвалюсь на финишном кругу. Тем не менее, посмотрите, как бодры, веселы, полны сил наши Я гости. заметила, что вы сегодня всю гонку почти всю вместе шли. У вас это как, даже не как бы спарринг у кого? Станислава, Сергей был, Сергей спарринг был. Вы сегодня всю гонку почти 30 километров все вместе шли, и на финиш тоже почти вместе пришли. Как вот вам трасса понравилась? Сложная была для вас или нет? Ну, может быть, на лыжном стадионе рейсы с метанием сложнее, чем у нас на Динамо. У нас, конечно, это первый раз так проиграть. Такая 30-километровая, именно по этот раз первый раз прокатилась. Как вам она? Ну, вообще, на самом деле, небольшое отступление. Это вообще здорово, что есть такое движение любителей, профессионалов, можно правильно назвать, людей, которые связаны вот одной какой-то идеей, да, и они организовываются, сами там, себе придумывают какой-то график стартов. Это вообще здорово, то есть чем заняться, так скажем, на пенсии, да. А трасса, я вообще никогда не разделял лично в своей голове легкую трассу или тяжелую трассу. Если ты не готов, то ты на легкой трассе не сможешь ничего показать, тебе будет нормально. Вроде бы можно так сказать, здесь подъемов нету, или так и профиль такой вроде как более туристический, нет. Постоянно работаешь, это беспрерывный такой процесс на пределе нет. И мне лично вот такие трассы, они для меня даже гораздо сложнее, я считаю, если уж так рассуждать. То есть ничего простого сегодня не было. Сергей делал свои задачи, я решил себя проверить, так что, я думаю, зарубались по полной программе. Вот обратите внимание, спортсмены, выходной на трассе, а вечером в библиотеке. Всем желаем того же. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Мы, когда смотрим гонки по телевизору, зачастую можем наблюдать, как норвежцы работают командные, тактически. А были ли в вашей жизни такие случаи, когда вы заранее до гонки договаривались, что будете работать командой? В моей практике не было. Мне видится вообще в целом, здесь это возможно только при том случае, когда у ряда спортсменов более или менее одинаковый уровень. Вот это тогда можно о чем-то договариваться. А когда, допустим, мы бегали, да, потом поколение Сергея пошло, и там появился Саша Бушенко, так как-то там все-таки у ребят поплотнее конкуренция стала в России, и об этом можно было и стало как-то что-то рождаться. Мы бегали, у нас там один может классику бежать быстрее, один там может спринт бежать. Ни о какой командной тактике у нас даже и разговора, и мыслей не было. Замечательно. А теперь все внимание в центр зала. Детский вопрос или комментарий. Сергей Стюков, можно у вас взять автограф? Да, можно. Как это мило. 5:30, начиная с 5:30, у нас будет время для автографа, так что обязательно возьмете. Да, пожалуйста, лес рук. И кто Очень у нас хочется сейчас. со следующим вопросом? Молодой человек, я иду к вам. А можно нам ручку, пожалуйста? Здравствуйте. Сколько вы максимально проезжали за день и за сезон на лыжах? Это будущий чемпион спрашивает, я чувствую. Да. Сегодня могу сказать, сколько я проехал вместе с гонкой. Сейчас, минуточку. Пока Серега смотрит, один раз за тренировку я сделал 92, где-то так. 54 километра я сделал. Утром встал, доехал до стадиона, сбегал в соревнования, приехал обратно. А максимальный объем за тренировку я здесь сделал 64 километра. Была длинная тренировка. Максимум у меня был 75. Я дома катался по озеру, по насту. Это присмотр на тренера. Вот такие рекорды. Смотрите сами. Догоняете ли вы? Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею. Во-первых, хочу вам сказать огромное спасибо. Спортом для болельщиков.
Желаем вам удачи на чемпионате России, тем более его обещают показывать по телевизору. Всем сыктывкарам будем смотреть и болеть. Хотела спросить вас про эмоции во время победы на Тур де Ски и во время Олимпиады. Расскажите, отличаются ли какие-то эмоции или для вас, что для вас более ценно? И второй вопрос, что, по-вашему, нужно добавить в Сыктывкаре, чтобы воспитывать больше чемпионов? Так, на последнем, да? Что надо добавить в Сыктывкаре, чтобы воспитывать больше чемпионов? Наверное, финансирование, чтобы ребята могли выезжать чаще на сборы, куда-то в горную подготовку. Так, у вас центр очень сильный, ребята все очень сильные, даже сейчас в составе сборной России находится 3 человека, Белорукова, Сельников, Порошкин, да, 3 человека, и каждый год, наверное, все время со сборной Коми всегда присутствуют в сборной России ремни спортсмены. Так, про победы. Скажу честно, Тур де Ски меня греет больше, чем олимпийская медаль. Да, это, наверное, не совсем правильно, но я скажу это честно, как говорил всегда. И эмоций от победы на Тур де Ски у меня было больше. И все же, хотите испытать снова те самые эмоции Олимпийского Пекина и посмотреть, как это было, вспомнить? Испытать гордость за нашу страну, а мы хотим. Потому что это же такой триумф, на мой взгляд. Была эстафета, 4 по 10. Видите, какой зарядил снег густой. В принципе, условия для всех одинаковые, для спортсменов любых стран. Под нейтральным флагом бежала наша команда. И это не помешало вырваться вперед, удержать это преимущество, еще и увеличить на последнем этапе. Я правильно помню, Александр Большунов, да, 3-й этап бежал до вас. Да, или Сергей Александрович? Спецов. Извините. Угу. Швеция, Норвегия, все те самые лидеры. Но и мы, наша страна, видите, какая острая конкурентная борьба. Что происходит на трассе? Каждая секунда, каждый метр имеет значение. Слушай, у меня мурашки прям. Золотая борода России на экране. Разборки идут. Они-то только разбираются серебро, бронза, а золото под флагом идет теперь. Спасибо за эти эмоции, спасибо за этот восторг, за гордость, которую мы могли испытать вместе с вами. Всем спасибо. Еще вопросы? Да, мы продолжаем. Ваши руки, и я подхожу к первому.
Добрый день. У меня вот такой вопрос. Вы много участвуете в соревнованиях. У меня такой вопрос про сувениры. Мне вот он интересен, потому что я занимаюсь этим направлением. Что для вас, и к Стасу вопрос, и к Сергею, самый запоминающийся может быть? Много же, наверное, у вас всяких разных подарков уже и от организаторов соревнований, и от болельщиков. Что это? Элементы одежды, может быть, это мягкие игрушки или какие-то еще, может быть, что вы приобретаете сами для своих близких, привозя из мест, где участвуете в соревнованиях, или бываете на сборах. Вот хотелось бы узнать, может, это какой-то один предмет запоминающийся, какое-то изделие. Что для вас такое самое ценное? Может быть, сразу сейчас вот у вас прям всплывает в памяти что-то, какой-то один, не знаю. Мне лосей все время дарят. Это такая связь с вашим прозвищем, которое фанаты придумали, лосенок. У меня есть, Наверное, поэтому. у меня, наверное, где я участвовал в соревнованиях, и за рубежом, и в России, наверное, отсюда есть по лосенку, по маленькому, по большому, есть связанные лоси, есть всякие разные. Коллекция лосей. Следующий вопрос. Добрый день. Сергей, у меня такой вопрос к вам. Чем вы объясните успех сборной нашей страны на Олимпийских играх в Китае? Я знаю мнение Елены Валерьевны, но вот хотелось бы услышать его от вас, как непосредственного участника сборной страны. Я не знаю, у меня особо на Олимпиаде это не сложилось в личных гонках. В эстафете, в принципе, удалось показать хорошую форму. Ну, все были готовы, у всех чувствовалось настрой, и все равно как бы, участие в соревнованиях под нейтральным флагом тоже как бы, чуть поддавливало, но все собрались, отработали, я считаю, все на 300%. У нас очень здорово работали лыжи, сервис у нас работали просто прекрасно, в принципе, как и всегда. Работа была проделана большая, и все, кто в команде, да, это обычно все через экран телевизора видят, что спортсмен выступает, что он финиширует, что там про него говорят. Но на самом деле за каждым спортсменом стоит большая команда, стоит семья, стоят те люди, кто научил там классикой кататься, да, какого-то зеленого пацана. И это как бы вершина того айсберга, который вы видите вы по телевизору. Все были заряжены, все были готовы, и все сложилось. Спасибо за командный дух. Еще минимум 3 вопроса. Я напоминаю, что за лучший вопрос человек получит приз от лыжного стадиона. Пожалуйста. Добрый день. Хочу спросить у Станислава и Сергея, любите ли вы готовить и какое ваше любимое блюдо? Мне повезло, что у меня жена любит готовить. Не скажу, что я испытывал восторг. То есть последнего, что освоил, оленину, лося, шулю готовлю. Вот. Последние пару дней всю яичницу на сале жарю. Говорят, так и надо, что не маслом, не на масле, а на сале надо. Типа того, да. Но как бы на самом деле такого действительно прям увлечения нет. Но приготовить могу, в принципе, и пельмени слепить. Есть ли какие-то ограничения, там, спортивная диета, что-то такое, нет? О, спортивная диета. Стаса горит все абсолютно. Он так много ест, что если бы я столько ел, я бы помню круглый там немного. Это на самом деле очень интересная тема, потому что мы когда тренировались вместе, с нами еще тренировался такой же серьезный парень, Глеб Ретивых. Вот мы вообще были чемпионы по объему еды, которую мы употребляли, да. Серега, я не понимал, как вообще так возможно, он там стакан, я как-то устал, я вот стакан воды выпил, я пошел спать. И я думаю, ничего себе. Занял там первое, второе, третье, еще по второму кругу, и так я не смогу так дальше. Точно быстро закончить. Спасибо. Вот вам спортивный рецепт яичницы на сале. Сейчас я подойду еще к молодому участнику. Сергей Устюгов, здравствуйте. А вы что вы едите перед гонкой? Ну, в основном завтрак, да, это как бы, ну, почти наверное, каждый раз я завтракаю, стараюсь, если я завтракаю дома, готовлю либо я, либо жена мне готовит завтрак. Это овощи, помидоры, огурцы, омлет и там бутерброд с кофе. Все. В принципе,
там, вся моя загрузка перед гонкой. А если уже ты готовишься, когда на Кубке мира, да, то там на чемпионате ты выбираешь, смотришь, что готовят в столовой, и уже от этого ориентируешься, смотришь. А ваши кулинарные способности? Мои кулинарные способности, но если сильно я кушать захочу, то я, в принципе, смогу себе приготовить. В год пандемии, когда, ну, как бы, по мне так неплохо ударило, мне сказали, что нужно питаться овощами, я научился варить овощи, да, которые там, в принципе, закидываешь на 10-15 минут. Сварить мясо на гриле, там, ну, картошку жарить научился. В принципе, голодным не останусь никогда. Готовить Спасибо. более-менее умею. Следующий вопрос. Добрый вечер, Сергей. Я вопрос по технике, как говорится. Мы все начинали с классического стиля, вы тоже начинали с классического стиля. Да. Появился коньковый ход, более универсальный. Больше мышц стало работать. Выглядит в перспективе более, как бы сказать, комбинированный, универсальный, чтобы еще больше мышц стали работать на, как говорится, на успех, на спорт. Да, это действительно скоростные возросли, как коньковым ходом, как говорится, как это называется, универсальным. Что-нибудь думаете о дальнейшем возрастании скорости, чтобы еще больше мышц работали? Какую-нибудь супертехнику еще не изобрели случайно? Ну, вообще скандинавы в этом специалисты подхвата. Ну, мне лично не видится, что такое какое-то вообще совершенно иное, что какой-то новый вид техники вот появится. Я больше верю, что вообще что-нибудь, если как даблполинг появился, да, отдельно, что-нибудь еще отхолится, но не удивлюсь, что без палок начнем бегать. То есть как-то так. Потому что, ну, на самом деле, что в пласке, что в коньке максимально все мышцы задействованы. И не знаю, честно, я пока не вижу. Пока даже моя фантазия мне не позволяет что-то такое, как это было бы выглядело. Значит, техника совершенна, мы на пределе своих усилий. Добрый вечер, Сергей, Станислав. Меня зовут Семен, я также люблю лыжные гонки. Но по состоянию здоровья мне врачи запретили участвовать на соревнованиях на молодежном уровне. Скажите, пожалуйста, можно с вами потренироваться? Пожалуйста. Мне осталась подготовительная неделя, да, с понедельника. Будет очень много интервальных работ. В принципе, можно, почему нет? Ну, если ты хорошо катаешься, да, то, в принципе, можно делать небольшие откатки. Я даже рад буду в небольшой компании спокойно погулять, покататься в первой зоне. Стало любопытно, насколько я знаю, спортивные трассы все-таки достаточно сложны, да, и на стадионе Сметаниной нужно... Нет, есть просто тренировки откаточные. Я, когда откатываюсь, спокойно ухожу на базу «Динамо», делаю круг, возвращаюсь обратно, да, и, там, как правило, откаточные тренировки час 45-2. И ты спокойно гуляешь, вот когда я рассматриваю, какие деревья в лесу. Понял, да, где можно автограф взять на трассе? Я часто бываю на «Динамо», очень много народу катается, и с детьми, и это вообще круто, что в Коме столько людей занимаются лыжными гонками, и плакаты не просто так висят в Коме вместо силы лыжников, да, и... Сыктывкарец, значит, лыжник. Да, Сыктывкарец, значит, лыжник, и мы тут недавно с кем-то разговаривали, что в Сыктывкаре, наверное, у каждой семьи на балконе стоят лыжи, но кто-то их использует, а кто-то их не использует. У кого стоят? Скажите, это правда, нет? Это круто. И еще один вопрос от юного лыжника, который пришел сюда прямо в форме. А вот у вас есть кумир, за кого вы болеете, ставки ставите? Только если нас, может, и для такого нет. Ну, наверное, каждый ребенок, Стас, по-любому тоже где-то так. Ну, вот, честно признаться, да, у меня сейчас у меня нет. И меня, в принципе, как-то и по жизни не было. Безусловно, были, так скажем, некие ориентиры, на кого бы я вот так хотел равняться. Там, а прям вот как у меня вот друг есть, вот
Вот он фанател одно время по группе Мумитроль, у него плакаты, и просто обоев там не было в комнате. У меня вот такого не было. То есть я знаю, что есть и фанаты там в спорте, ребята, кто там за кого-то болеет, переживает, фанатеет. У меня как-то такого не было. И это, а я могу, а я что, как-то к себе обращен больше вопрос. Что, можно мне, да, отвечать? Ну, вообще, когда ребенком был, смотрел, как бегают там Макс Лыжан, Женька Дементьев, Саня Легков, да, там, Петр Норфилд, Тоби Салмер, когда они там. Ты всегда обращаешь внимание на лидеров, кто всегда быстро бегает, стабильный, фамилия на слуху, и ты всегда цепляешься к этим фамилиям. Да, и, может, не хотел стать как, ну, как они, не думал об этом. Я хотел просто там побегать с ними, мне было интересно. А чтобы побегать, надо что? Надо попасть в сборную России. А в сборную России попасть надо добраться на Кубок мира. И это как бы вроде подсознательно я себя программировал к этому, что хотелось выступить. У меня был шанс выступить там после юниорского чемпионата мира, съездить, выступить на Кубок мира с такими звездами, да, там, как Петр Нортук, Дарья Колония, Никита Крюков, в спринте выступить. У меня не получилось этого сделать, потому что тренер детский, который занимался, посчитал, что будет выгоднее для него, чтобы я взял медаль чемпионата России юношеского и юниорского. Поэтому мне не отправили. На что я был. Но тренер очень зол после этого. Ну, по Олимпиаду в Сочи, наверное, все помнят, когда я молодой зеленый выходил на старт, и вокруг меня были одни олимпийские чемпионы. И скажу вам честно, это, наверное, самое такое запоминающееся событие, когда ты идешь на старт, и ты понимаешь, что там просто монстры, и ты такой: эй, ребят, я тут с вами затишусь немножко. Да, вот здесь вы уже начали тему нашего начала, как вы развивались. И еще один детский вопрос. Давно ждет здесь молодой человек. Стасу, может, дадим закончить? Я просто добавил немного хотел. Здравствуйте, меня зовут Ян Антеев. Сергей, кем вы хотели стать в детстве? Вот в любом порядке отвечайте. Ну, точно не лыжником. Да нет, даже не задумывался в детстве, кем хотел стать. Рад, что направил меня мой первый тренер лыжной гонки, первый личный тренер, да, до сих пор, что я, в принципе, состоялся как человек и выбрался из своего маленького поселка. Кстати, интересно вспомнить, что вы про маленький поселок говорите, да, вы по национальности ведь еще манси, то есть такой маленький финно-угорский народ, я напомню, да, малочисленный финно-угорский народ, с коми мы родственные души, что называется. Вот, так что есть какие-то... По-манси я не разговариваю, если честно. Да, на мансийском не говорит Сергей. Но тем не менее, да, вот такие необычные подробности биографии, может быть, не всем известны. Вообще Сергей достаточно скромный человек, он, насколько я знаю, хранит свои медали в коробке под кроватью. Да, что касается медали, у меня нету на видном месте. Я вот даже говорю, какая встреча, да, уже мне говорят, типа, где ты хранишь медаль? Олимпийская медаль лежит в шкафе. Медали чемпионата мира я не знаю, где они находятся. Я все себе в заметки забиваю, спросить, где находится медаль чемпионата мира, и забываю про нее. Не переживаю по этому поводу, потому что я все равно еще бегаю, и чтобы меня это не отвлекало, что типа, вот медаль-то есть, вроде как душа-то греет, зачем бегать? А так ничего нету, у меня даже кубков не стоит никаких, у меня кубки трудовские стоят на лыжной базе в поселке. Но когда я закончу, я все эти регалии, конечно, достану, сделаю небольшой стенд для себя, и чтобы, в принципе, друзья, знакомые и родственники приходили, смотрели и понимали, какая работа у нас была проделана. Такой план на пенсионный возраст. Станислав, у меня такой еще вопрос. Вы действительно входите в сборную команду УФСИН по республике Коми, да? Это как-то связано с воинским званием. Так интересно, вы, получаете, и тренер, и сам действующий спортсмен, и еще и в сборной. Ну, это громко сказано, сборная всем. Любой фактически спортсмен, который
так скажем, не любой получается. Кто более-менее хороший результат показывает, и он состоит на службе, получается, является сотрудником той или иной силовой структуры. Это как-то еще так завелось еще в советские времена. Раньше, правда, там было Динамо бежит, да, это есть такое, есть звание, получается, есть ведомственные старты, на которые ты выезжаешь и соревнуешься с такими же ребятами. В принципе, это все те же самые лыжники. Вот в Сергее не будет, а в Ижевске будет Центральный совет «Динамо», там будут выступать Росгвардия, ФСИН, МВД, МЧС, ФСБ и все тому подобное. Кроме российской армии, они отдельно находятся. То есть... Команда очень хорошо выступила на последних стартах. Команда высоко поднялась. На своем чемпионате мы выступаем в лыжных гонках достойно. Я считаю, мы выигрываем практически постоянно. То есть у нас получается наше региональное, территориальное отделение, но по России является все меньше. Круто, круто. Уже совсем стемнело, вечер, но вопросы, мы продолжаем раунд вопросов, еще несколько любопытствующих. Добрый вечер. В отсутствии наших лыжников на международных стартах, следите ли вы за Кубком мира? И еще вопрос по Пелегрино. Он был в вашей команде с Крамером. Радуетесь ли вы его успехам? Сейчас, пока мы сидим здесь на встрече, сборная Италии выиграла Кубок мира большую эстафету. Конечно, я рад всем тем успехам, где, в принципе, мой босс, да, тренирует команду Италии, и итальянцы работали с нами, когда мы работали последний год с Маркусом, и, в принципе, готовились к Олимпийским играм. Ну что, смотреть гонки я не смотрю. Так могу зайти, прочитать какие-то новости, как сбегали и отследить за ребятами. Чаще всего я это делаю то, что у нас есть группа, называется Маркус Team. И там, когда кто-то более-менее бегает, да, или какая-то информация всплывает, ты заходишь, смотришь, и потом уже ты начинаешь смотреть. Там обычно поздравляют. Вот. Так я узнал, в принципе, здесь сидел на встрече, что сборная Италии выиграла эстафету впервые за 17 лет. Ну, вообще Кубок мира сильно потерял из российской команды. И это действительно стало не так интересно даже просто смотреть. У нас как-то на Кубке России пожарче, я их сказал. Без сомнений, такая борьба навязывается, когда наши спортсмены соревнуются с шведами. Замечательно. Следующий вопрос. Да, они даже больше реально потеряли, чем мы. Кто бы сомневался? Добрый вечер. У меня вопрос к Сергею Устюгову, потому что у Станислава с этим вопросом уже все определенно. Планируете ли вы видеть себя в будущем на тренерской деятельности в качестве тренера? Вот у меня этот год, да, вроде как бы последний спортсменом, но я не знаю, не задумывался по этому вопросу. Были мысли, что этот год был последний, да. Хотелось бы, конечно, уже подытожить свою спортивную карьеру, как-то закончить, но я понимаю, что если в будущем я себя не найду, куда я пойду работать, да, тренерская работа сейчас меня как-то она возбуждает, что я сейчас закончу, столько лет я катался по сборам, вдали от семьи, здесь сижу месяц, да, и семья находится дома, дети растут, бабушки стареют, умирают, дедушки там, племянники растут, и это как бы очень тяжеловато, я вам скажу, находиться вдали от семьи, от родственников своих. И ты приезжаешь раз в год, ну, стабильно ты приехал, и ты такой, я дома. Это как бы такое сложное чувство. Большую часть времени мы находимся на сборах, мы тренируемся, и вот, тренер — это, в принципе, сложная работа, потому что ты так же, как спортсмен, ездишь по сборам, ты воспитываешь детей, учишь уму, разуму, да, не только же ты учишь их спортивным каким-то успехом, но также ты учишь, чтобы по жизни они себя вели уже, наталкиваешь на путь истины, так
скажем. Ну, не знаю, этот вопрос для меня сложноватый, да, в плане тренерской работы. Иногда, конечно, я задумываюсь по этому поводу. Я смотрю, вот когда он приезжал сюда на Сыктывкарскую лыжню, на всероссийские соревнования, вроде профессиональный спортсмен, а я смотрю, как катаются дети. У кого есть задатки там, классиста, у кого есть задатки конькиста, спринтера, кто как бежит соревнования, как они толкаются. Я переношу это на себя и думаю, так, вот так он ногой толкнулся, так, надо мне так же попробовать, может у меня что-то получится, что-то это вроде эффективно. Да? Я смотрю на ребенка, который едет, и его тренер научил так отталкиваться, думаю, так, вроде это эффективно, ты начинаешь как-то подхватывать это. И последний год мне там говорят, а что ты смотришь, ребята тренируются? Ну, чтобы потом я вышел на тренировку, я не делал тех ошибок, которые делают они. Говорит, а мы думали тебя там в тренеры записывать. Селяна Валерьевна настояли ханты-мансийские и финишировали кто-то, ну, финишировали девчонки. Я говорю, смотрите, как сильно она там нагибается спиной, прямо заваливает, у нее потом поясница будет болеть. О, все, будущий тренер. Я говорю, не, подождите, я еще спортсмен, я еще побегаю. И также, когда к Сорину пришел там только тренироваться, заканчивал тренировки иногда пораньше, он говорил, пойдем там подскажешь, поможешь что-нибудь. И ребят иногда так все равно с молодыми ребятами, когда тренируешься, ты их немного гоняешь на тренировках, говоришь, как толкаться, как проходить те или иные участки. Ну, в принципе, это, я считаю, в каждой команде так. Когда я пришел молодой, Стас мне также, в принципе, объяснял. Но были люди, когда ты приходишь молодой и говоришь, ну что, Макс Олежаин, у меня был такой случай, Макс, ну что, давай учи меня, там, подсказывай. А, зеленый, смотри, сам учись. Потом, когда я начал там, пару стартов обыгрывать, он мне на следующий год уже начал что-то объяснить. Спасибо. И в нашей аудитории назрел семейный вопрос. Добрый вечер, Станислав, Сергей. Подскажите, пожалуйста, у меня такой женский вопрос. Ваши жены обе лыжницы, и все лыжницы, они красавицы, они умницы, они все стройные, волевые девушки. Вот скажите, пожалуйста, какие личные качества ваших супруг обратили ваше внимание и заслужили вашего внимания? Вот чем все-таки, что стало самым особенным для вас в ваших избранницах? Что особенно такое в моей жене, что зацепило, она просто бомба. По-другому я не знаю. Мне повезло. Моя жена из меня человека сделала. Не знаю, это же как... Я тут недавно узнал, что, опять же, благодаря моей жене, она психолог, что мы все друг друга выбираем по неврозам. И какой-то невроз, да, у меня, значит, был. Не знаю, но насколько она особенная, настолько в ней все так супер. И вообще, я обалдею. Стас поплыл. Если про жену, я не могу. Иначе как только не поплыть. Ну, вообще-то сегодня жена Станислава с нами в зале. Покажитесь. Приветствую, Евгения Андреевна. Человек, который сделал из человека человека. И еще один вопрос. Сергей, ваш ответ. Про жену? Про жену. У вас было время подумать. Я что-то Стаса заслушался и вообще из головы все вылетело. Моя жена тоже бомба. Исчерпывающий ответ. Да. Ну, со своей женой я познакомился, наверное, в юниорском возрасте. Будучи юниором, попал в сборную команду страны. Там мы познакомились, и, в принципе, до 2017 года мы были все время вместе, мы ездили по сборам вместе, мы ездили по соревнованиям вместе. В 2018 году, получается, тоже мы прокатались вместе, потом поженились, отправили в декрет. И вот катаюсь один. Судя по вопросу, я что-то убежал куда-то. В принципе,
жена, как, тоже лыжница, да? Что-то было там сказано. И поддерживала меня, в принципе, в спорте всегда и везде. И она знает, как это тяжело, как кататься по сборам тяжело, как выполнять какую-то нагрузку. Я просто могу скинуть ей план, и она уже знает, какие дни меня беспокоить, а какие дни меня не беспокоить. Она уже как бы понимает, разбирается. То есть она ваш настоящий соратник. И вот следующий вопрос. Вопрос от библиотекарей. Я, во-первых, хочу сказать спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Вы очень обаятельные, открытые. Я думаю, для всех, кто сегодня здесь, это прям большой праздник, правда? У меня два вопроса. Один к Станиславу, второй к Сергею. Станислав в начале нашего мероприятия сказал, что он учится. На сессии был уже на первой. Вот вопрос, а где он учится? И главное, зачем он учится? Вроде бы как будто состоявшийся уже человек, да, уже как бы спортивная карьера есть. Интересно, в какую сторону его еще занесло. И к Сергею вопрос. Сергей уже, наверное, трижды сказал, что целый месяц в Сыктывкаре. Вот кроме стадиона Сметанина, имени Сметанина и стадиона Динамо, а что вы еще видели в Сыктывкаре? Видели ли что-то? Какие-то, может быть, места вам наши приглянулись? Спасибо. Я же знаю, что Сергей ответит. Он сделает это сам. По поводу учебы и почему так. Вот Сергей говорит, он себя не видит. Года 3 назад я себя тоже вообще не видел абсолютно тренером, и мне даже это было чуждо. И я, в принципе, даже не знал, как было белое пятно, то есть куда я подамся и как меня. А потом просто вот так вот и хочу быть тренером, хочу делиться. Как-то я, видно, до чего-то дозрел. Вот Сергей просто не знает, что тяжелее работы тренера нет, но и легче не найти. То есть это вообще на самом деле крутая работа, интересная работа. И учусь я в Смоленском университете. Вот мне 2,5 года учиться заочно, магистратура. Почему туда? Потому что там будет именно специалитет. И с этим образованием я могу, в принципе, хоть там тренером сборной быть, хоть вообще за границей. То есть диплом очень котируется, так что поэтому был выбор. Там очень много кто учится из наших ребят, из клуба, там Семиков, Порушкин и Белорукова, они тоже там учатся. Вот, там есть целая кафедра лыжного спорта. Вот. То есть как-то так. Всем большое спасибо за... А я жду Сергея, Сергей примолк, и точно так же, как с женой, он задумался о наших достопримечательностях. Да? Трудно выбрать? Трудно выбрать. Я уже месяц здесь, да, в бане у Алексея Ермилова. Каждые выходные, когда у меня по плану какая-то разгрузка, либо выходной, мы всегда ездим в баню в гости. И я возвращаюсь обратно в стадион и тренируюсь. Чтобы вы понимали, что профессиональный спорт, да, и если ты хочешь быстро бегать, надо много тренироваться и грамотно отдыхать и восстанавливаться. И поэтому я целенаправленно приехал в Сыктывкар, чтобы готовиться именно здесь. Почему? Потому что здесь очень большие круги, и 2,5 часа, 3 часа катания на лыжах они проходят просто, не знаю, на ура. Ты не заморачиваешься, что ты катаешься по 5-километровому кругу, а ты можешь сделать один цельный круг, наверное, порядка 40 километров, и на этом может твоя тренировка закончиться. Поэтому я выбрал именно Сыктывкар. Я приехал сюда готовиться именно к чемпионату России, это был мой осознанный выбор, и многие ребята меня до сих пор спрашивают, почему я не поехал на какое-то другое место. В Сыктывкаре я был здесь на всероссийских соревнованиях, и мне понравилось вообще здесь находиться, как меня встретили, как организовали мое проживание, прибытие здесь. И в Сыктывкаре реально добрые люди, которые идут всегда навстречу и помогают во всем, во всех моментах. И все прекрасно понимают, к чему я готовлюсь, какой долгий путь у меня был, и что если я задался какой-то целью, то я буду делать для этого все. Так что, Сыктывкар, спасибо. Я очень рад, что Спасибо, Сергей. Очень приятно, что вы к нам пришли. Вы видите, какой интерес вызвал ваш приход, и Станислав тоже спасибо вам. И у нас время, к сожалению, подходит к концу.
Но мы не отпустим Сергея, пока он не подпишет, нам не даст автографы, да, на наши открытки. Черный ход я побежал. Мы все закрыли, все черные ходы закрыты. Я предлагаю прямо здесь остаться, да? Может быть, мы сейчас вручим Лучший приз за вопрос. лучший вопрос. Буквально минутку дадим вам подумать, обсудить. А у меня тем временем есть небольшие уже один вопрос, но сразу два человека могут получить наши призы за проницательность. Вам нужно угадать длину любимых лыж каждого из наших спортсменов. Давайте поднимать руки. Вот у нас есть будущий чемпион, который хочет угадать. Я бегу. 195. 195. У кого? Давайте сначала Сергей Александрович. Сергей Александрович, 195. Кто окажется ближе всех? 193. 193. А у нас вот там вот. А у Станислава 207, у Сергея 191. Вы подсматривали. 203, 197. Ой, 207, 100. Еще мнение? Слава 210, а у Сергея 190. Видите, как у нас мнение-то Подожди, тут еще разное. пара молодых. Я говорю о любимых лыжах. Я думаю, что у Сергея 157. Это у Сергея в юниорской, наверное, сборной было. 203. Извините, я не понимаю, о чем идет речь. Мы тут делим шкуру неувидимой медведя. У Станислава 207. 207. Тут уже Итак, мы тут первым сказал вот тот молодой человек. о ваших любимых лыжах. Длина ваших любимых лыж. Станислав? 207. 207 достается вот тому молодому человеку. Прекрасно. И длина ваших любимых лыж, Сергей Александрович? Блокнот от Национальной библиотеки. Наш юбилейный приз. Вот просто у нас стандартизированное. Мы не можем выбирать там 206,5, например. Ну да, но в любом случае это зависит от роста, это зависит от... Ну да, идет шаг 5 сантиметров. И все, 202, 207. Ну, вы все-таки, да? Более было бы, наверное, Тоже 200. Тоже 207. А можно мы, друг мой, вклинимся, сколько лыж имеет в своем арсенале спортсмен уровня сборной? Я думаю, не один десяток. Ну вот, примерно. Пар. Ага. Говорят 20. 40. 40 говорят. Еще мнение? 50. 50, значит, вот тут молодой человек у нас угадал правильно. 50 пар лыж. 50. Плюс-минус 50, то есть и это как бы такое среднее число. И как часто вы их меняете? Ну, уровень просто количества, он держится, а сами лыжи меняются. Да, ну и есть, сколько у Полторанина в Сочи? 200 пар было на одного, да? Это почти у него только классические лыжи были. На него работало, если в сборной команде на одного человека один сервисмен, то у него было аж 3 человека. Ну что, давайте подведем итог, да? Кто задал, по вашему мнению, лучший вопрос сегодня? Про еду, конечно. Про еду. Я тоже считаю так. Автором вопроса Про еду вот здесь молодой человек, который уже получил блокнот, и он получает от стадиона Сметаниной замечательный календарь, на который он сейчас возьмет автографы, да? Весь год можно смотреть на любимые наши красоты. И не забываем еще, что у нас есть несколько утешительных призов. Еще какие вопросы вам понравились? Да. Про что? Про ставку, да. А, делаете ли вы ставки? Это где-то здесь. Если у вас давали. кумир и ставите вы там ставки. Ага. Еще? Это особый магнит, Коми Родина лыж. Кто такой еще, может получить? Интересные вопросы какие были? Про технику.
Про технику. Во втором ряду. Мгм. Да, это на самом деле, наверное, можно и задуматься над этим. Ну, ты Необычно сам же в свое просто. время придумал коньковый ход, почему может быть и нам Да, что-нибудь придумать. из первой фантастики. Сейчас Что мы вам поедем в получилось? баню, я чувствую, мы что-нибудь придумаем. Про баню, да? Самое лучшее место у нас. Самое лучшее место. Давайте. В Сыктывкаре это баня. Забирайте свой. Так, ну сколько нам еще надо раздать? Еще 2. Кто первый добежит? Давайте, кто задал первый вопрос и кто последний вопрос задал. Но я Ну, бы после можно? меня первый. Ну, все, Винёву. Клубу Винёву. Да, давайте. Понравилось как раз. Тренировку, да. Про компанию для тренировки. А кто задал вопрос-то? Кто хотел тренироваться? Супер. И вот Винёву. Про Винёв. Ну, ты, главное, Отлично, со справкой приходи спасибо. на тренировку. Все, спасибо большое. Ну и нашим гостям мы, конечно, вручим подарки от Национальной библиотеки. Небольшие, скромные, но очень-очень полезные. Вот такой фирменный шопер. А в нем еще блокнот фирменный, и ручка записывать план своих тренировок. И вам, Станислав. Огромное спасибо за такую интересную беседу. Мы вам желаем ярких стартов, ярких финишей, что самое главное. Желаем вам лететь по лыжне, чтобы ни дня без медалей. И ждем вас вновь на пьедесталах почета в любой точке мира. Ждем вас вновь в нашей библиотеке. Хотите еще раз встретиться с Сергеем Устюговым? Сейчас можно начинать автограф-сессию. За этот Ручки месяц можно будут. было каждые выходные собираться, в принципе. Можно фотографироваться. Все, в следующем сезоне так и сделаем. Да, давайте мы пересядем. Да? Спасибо вам, уважаемые гости. Фотографируйтесь, наслаждайтесь общением. Если есть вопросы, то подходите к нам. Вы там